Здравствуйте. Время новостей на телеканале «Осетия и Рыштон». В студии Инна Мазаева. И в начале выпуска коротко о главном. Создание рабочих мест – это одно из приоритетных задач правительства республики. Войска ГМИ сформируют студенческие отряды. Председатель правительства Борис Джанаев и ректор вуза Дзамбалат Камболов подписали соглашение. О новых перспективах расскажем через несколько минут. Ваша энергия действительно способна еще остальных тоже как-то подбодрить, сказать, что все возможно, давайте вместе, и все у нас получится. 9 североосетинских проектов победили в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Это своеобразный рекорд нашей республики в СКФО. На их реализацию выделили больше 30 миллионов рублей. Строится индивидуальный план подготовки специалиста. Готовить кадры для образования и развивать навыки уже с первого курса. Набор абитуриентов стартовал во Владикавказе. В педагогическом колледже 295 бюджетных мест. Какие возможности ждут будущих студентов? Непогода вновь обрушилась на Владикавказ. Мощный ливень местами с градом затопил дороги. Ряд улиц на время остались без электроэнергии. По словам очевидцев, град был и в районе селения Гизель. На автодороге Владикавказа-Лагир шквалистый ветер повалил деревья. Все коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики работает оперативный штаб для устранения последствий. К другим темам. Количество жителей Северной Осетии с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 11,6%. За последние 10 лет это наименьший показатель уровня бедности в республике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Миняйло. Глава привел статистику. В 2017-м показатель был на отметке 14,4%, а до 2030 года он должен сократиться вдвое. Такой результат стал возможным благодаря реализации целого ряда федеральных инициатив. В том числе на снижение бедности сильно повлияло единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В прошлом году его выплатили на общую сумму 9,3 миллиардов рублей. В прошлом году на реализацию госпрограммы развития туристско-рекреационного комплекса Северной Осетии из бюджета выделили больше 323 миллионов рублей. Годом ранее сумма была вдвое меньше. Об этом на заседании Совета парламента доложил аудитор контрольно-счетной палаты Алан Созиев. В 2023 году зарегистрировано 29 заявок на получение поддержки на создание модульных и капитальных средств размещения. В Министерство экономического развития Российской Федерации были направлены все поступившие в комитет 29 инвестиционных проектов. Из прошедших конкурсный отбор 16 инвестиционных проектов по 14 проектов финансирования осуществлялось в 2023 году, по 2 в 2024. Возобновить выплаты по программе детского кэшбэка при организации отдыха и оздоровления. Обращение Архангельского областного собрания депутатов к министру экономического развития Максиму Решетникову также рассмотрели парламентарии. Программа действовала в стране с 2021 по 2022 год. За это время компенсацией воспользовались более миллиона семей с детьми. С 2023 года в федеральном бюджете не предусмотрены средства на частичную компенсацию затрат семей на детский отдых. И не все родители могут отправить детей в оздоровительные лагеря из-за высокой стоимости путевок. Учитывая серьезную финансовую нагрузку, которая ложится на семьи, депутаты Архангельского областного собрания депутатов предложили возобновить выплаты по программе детского кэшбэка. Это позволит большему числу детей отдохнуть и провести лето с пользой.
правительстве начали формировать проект бюджета на 2025 и плановый период 26-27 годов. Первое заседание комиссии провел Борис Джанаев. Премьер отметил, социальные обязательства остаются безусловным приоритетом. Речь о заработной плате бюджетникам, платежах на обязательное медицинское страхование, предоставлении пособий и выплат отдельным категориям населения, в том числе участникам СВО, финансировании образования, культуры, реализации национальных целей и ключевых приоритетов, заданных указами президента России. Обеспечить и контроль за исполнением указанного графика органам власти и органам местного самоуправления нашей республики. При необходимости также оказывать содействие Министерству финансов всем, кто в этом нуждается, методическую помощь. Обеспечить достижение сбалансированности при разработке проекта бюджета нашей республики. Органам власти республики с учетом рекомендаций Министерства финансов провести полную инвентаризацию расходных обязательств. ВСК ГМИ сформирует студенческие отряды. Соглашение подписали председатель правительства Борис Джанаев и ректор вуза Дзамбалат Камболов. 40 человек пройдут практику в 5 организациях топливно-энергетического комплекса. Премьеру провели экскурсию, начали с музея. Там собраны все сведения о достижениях ГМИ с момента основания, уникальные экспонаты и фотографии. Борис Джанаев ознакомился и с работой лаборатории. Там исследуют бетон, в планах разработать собственный уникальный раствор. После встречи со студентами диалог получился открытый. Ребята интересовались перспективами развития горной металлургии, трудоустройством, предлагали свое видение модернизации отрасли. Борис Джанаев отметил, ГМИ всегда славился кадрами, а выпускники становились востребованными специалистами в ведущих предприятиях страны. Создание рабочих мест – это одно из приоритетных задач правительства республики. Конечно, мы делаем для этого все. Ну и самое главное, что на территории субъекта также нужны профессионалы. Поэтому хотелось бы, чтобы наши студенты, выходцы нашей республики получали дополнительное образование, ну и, конечно, работали на территории нашего субъекта на благо республики. Вице-премьер Альбина Плаева встретилась с победителями второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получили 9 североосетинских проектов, рекорд среди регионов СКФО. Аудиозаписи нардского эпоса на русском языке для детей, полнометражный документальный фильм «Отец», художественный фильм «Охотник», форум креативных индустрий «Кавказский акцент», короткометражка «Монолог», летняя театральная резиденция, проект «Кавказ сегодня и завтра», гастрольный тур ансамбля осетинских народных инструментов «Рагон» и проект «Беслан. Минута тишины». Общая сумма финансирования больше 37 миллионов рублей. Каждый из победителей представил свою идею, рассказал о этапах реализации. Альбина Плаева пожелала успехов и отметила, впереди ответственная, но интересная работа. А их пример должен мотивировать творческую молодежь проявлять себя. Людей, которые думают одинаково, много. Да, и ваша энергия действительно способна еще остальных тоже как-то подбодрить, сказать, что все возможно, давайте вместе, и все у нас получится. Еще раз поздравляем, но все только начинается. Каждый проект еще должен быть доведен до логического конца, и от качества его реализации, от того, как банально отчетность будет составлена, зависит, насколько серьезно к нашим заявкам будут относиться дальше. Цены на яйца в Северной Осетии стабилизировались, и буквально за неделю они подешевели на 7 рублей. По данным Министерства сельского хозяйства, сейчас десяток в среднем стоит 63 рубля. В одной из крупных торговых точек Владикавказа нашему телеканалу рассказали, сильный скачок цен был в декабре прошлого года. Тогда стоимость превысила 170 рублей. На 5 рублей понизились цены и на завозимые из других регионов овощи. Например, килограмм картофеля можно купить за 35 рублей, капусту от 20 до 30, морковь и свеклу за 50. Курятину реализуют от 190 до 200 рублей. В целом ситуация на рынке изменилась в лучшую сторону. Это заметили и жители республики. Как ее можно не почувствовать, если зимой яйца были, то, скажем так, в магните до 270, то сейчас, допустим, самые дорогие 100 с чем-то. И то это бывает выше 600 далеко не каждый день. Поэтому, если учитывать разницу, то, я думаю, она очень даже ощутима.
Предприятие «Алания Энергосети» профильное министерство активно консолидирует электроимущество. Цель – получить статус территориального сетевого хозяйства. Для этого необходимо до конца года собрать положенную трансформаторную мощность. Такую задачу перед организацией поставило руководство Северной Осетии. Республиканские энергообъекты специалисты примут на свой баланс, проанализируют работу и приведут оборудование в нормативное состояние. Так техника станет более надежной и безопасной в эксплуатации. Взаимодействие между арендаторами тоже у нас оно идет. Единственный вопрос переходной. Насколько быстро, насколько качественно это все будет. Для того, чтобы это все произошло быстро и качественно, мы организовали работу в предприятии с техническим блоком, со службой тарифов республики. Мы тоже работаем в тандеме. Электросетевое имущество социально значимого для республики объекта является непрофильным активом, содержание которого требуется расходов. Его передача в ГУП «Алания Энергосеть» как профильному предприятию позволит руководству больницы значительно сократить издержки на содержание этих объектов. Это исключит затраты на оплату технологических потерь при передаче электроэнергии, эксплуатацию оборудования, а также аварийно-восстановительных работ. Пройти бесплатное обучение и получить грант 500 тысяч рублей. Такую возможность начинающим предпринимателям дают в центре «Мой бизнес». Рассчитывать на поддержку смогут социальные предприятия, занесенные в соответствующие реестры, бизнесмены до 25 лет включительно. Тренинг продлится 3 дня в Институте управления. Участники смогут сгенерировать свою бизнес-идею, узнать и понять основные этапы реализации проекта и получить финансирование. За эти 3 дня мы пройдем, как работать с персоналом, как собрать команду, поймем вообще, какие люди бывают с точки зрения типологии поведения людей ДИСК, и разберемся, конечно же, как создать свой бизнес, то есть именно технологии предпринимательства. Ну и самое главное, что ребята выйдут заполненной заявкой на грант, то есть получат полностью знания и компетенции по созданию своего бизнеса и по подаче заявки на грант. В марте в Моздоке начали реконструировать мемориальный сквер. С тех пор успели многое сделать. Частично уложили брусчатку, бордюры, полностью заменили освещение, приобрели лавочки и урны. На объекте работают 10 человек. Из-за жары начинают с 6 утра до обеда, а потом вновь выходят уже вечером. По графику сдать сквер должны 15 сентября, но завершить подрядчик планирует раньше срока, ориентировочно в середине июля. Мы решили отойти от привычных светильников, то есть уже применены торшерные светильники, лавочки, урны тоже. Новая форма лавочек, урн будет в этом сквере. Поэтому этот сквер будет отличаться от других скверов новой концепцией. В пригородном районе заложили первый камень в строительство жилого комплекса для сотрудников ФАТ «Агро». В торжественной церемонии участвовал глава Минсельхоза Алан Кусраев. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» ключи от новых домов получат 32 лучших работника. Коттеджи будут отвечать всем современным требованиям. Часть средств выделило государство, остальные расходы на себя взяло предприятие. Как отметил Алан Кусраев, проект в республике реализуют уже не первый год. В программе в республике были построены 7 домов в Кировском районе. СПК «Дегуста» выступила инициатором и софинансирование обеспечила. Здесь, в пригородном районе, в Верхней, Нижней, Санебе и Гизеле 3 года тому назад было построено 21 дом. В текущем году в Моздокском районе тоже начато строительство еще 5 домов. Тоже в рамках этой программы. Хочу поблагодарить руководство пригородного района за предоставленный участок для строительства с очень удобным расположением. Здесь сразу выезд на трассу Гизельскую и недалеко от нашей базы в Гизеле. Я надеюсь, что в этом будущем коттеджном поселке вырастет не одно поколение баварцев. В Северной Осетии проезд в общественном транспорте можно оплачивать картой. А если это карта МИР, то с каждой поездки можно экономить 5 рублей. Это не единственный способ получить скидку. Обо всем подробнее расскажет Дана Малышева.
Безналичная оплата в общественном транспорте – это удобно и выгодно. Просто приложив карту МИР к терминалу и дождавшись подтверждения, можно экономить 5 рублей с каждой поездки. На текущий момент в Северной Осетии выпущено около 800 тысяч карт на базе национальной платежной системы. Приятный бонус уже оценили пассажиры. С тех пор, как поставили терминалы, я оплачиваю картой. И нынешняя акция, которая нам позволяет ездить за 8 рублей за одну поездку, отправляет меня в мое очень далекое детство. Потому что ценник очень приятный. Поэтому если есть возможность у людей пользоваться трамваем и оплачивать картой МИР, то добро пожаловать. Сэкономить 5 рублей можно еще одним способом – по виртуальной карте МИР, загруженной в смартфон. Здесь тоже ничего сложного. Нужно заранее добавить данные с карты в телефон на базе Android. Сделать это можно через один из мобильных платежных сервисов. Например, специально создано для держателей национальных карт приложение МИР Pay. Важное условие – гаджет должен поддерживать NFC-функцию, которая есть практически в любом современном телефоне, в том числе и бюджетных моделей. Скидка применится автоматически вне зависимости от того, каким банком выпущена ваша карта МИР. Уверена, что наше предложение по достоинству оценят пассажиры общественного транспорта республики, и это позволит им не только совершать поездки, оплачивать их технологично и удобно, и быстро, но и существенно сэкономить. Убедиться, что скидка прошла, можно в приложении своего банка push или смс-уведомлении. Платить на 5 рублей меньше благодаря предложению Российской национальной платежной системы можно ближайшие 3,5 месяца до 30 сентября. 200 транспортных средств с терминалами для бесконтактных банковских карт курсируют по региону. Перечень маршрутов и подробные правила участия в акции доступны на сайте вампривет.ру и в мобильном приложении «Привет». Дана Малышева, Алан Суанов, Артур Дудаев. Новости Осетии. Быть хорошим учителем значит чувствовать детей, находить к ним подход и, самое главное, любить свое дело. Приобрести эти качества непросто, порой на это уходят годы. В педагогическом колледже республики стартовал набор абитуриентов. Там внедрили систему, в которой работодатель вовлечен в процесс обучения и активно наблюдает за профессиональным ростом будущего сотрудника. Подробнее о программе в материале Аланы Томаевой. Занятия по направлению дошкольное образование часто проводят в необычном формате. Студенты на практике создают программы для детей, изучают развивающие игры, их влияние. Все под чутким руководством преподавателей. Подсказать и помочь они готовы всегда. В Северо-Осетинском педагогическом колледже начался набор абитуриентов. Первые документы уже в разработке. Какое образование здесь дают качественное, как здесь относятся к детям. Поэтому хотелось бы, чтобы мой ребенок в будущем стал квалифицированным специалистом. Я очень люблю детей, я вижу себя в этой профессии. Меня вдохновила моя учительница Ирина Батырбековна. Она работает в 11-й школе. Очень хочу быть похожей на нее. Принимают по 2 направлениям: дошкольное образование и преподавание в начальных классах. Приемная кампания стартовала по федеральному проекту «Профессионалитет». Эта программа позволяет студентам стать высококвалифицированными специалистами на ведущих предприятиях региона. В ней участвуют 79 субъектов страны, в том числе и Северная Осетия. Буквально строится индивидуальный план подготовки специалиста. Заключаются целевые договора. И уже к 4-му курсу студент обеспечен рабочим местом, хорошей заработной платой, потому что мы знаем, что сейчас правительство нашей республики и Министерство образования делает все возможное для того, чтобы поддержать молодые кадры. Мы максимально делаем все для того, чтобы престижность профессии поднималась. Будущие работодатели активно включены в образовательный процесс, встречаются со студентами, организуют практику на местах, фактически с 1-го курса помогают готовить кадры конкретно под свои нужды. Более 90% педагогов начальной школы Центра образования «Интеллект» закончили педагогический колледж. Это очень важно, потому что уже с 1-го курса формируем личность учителя, его умение приспосабливаться к современным реалиям, его профессиональные качества, ну и, конечно, умение любить и воспитывать детей. В педагогическом колледже 295 бюджетных мест, из них 200 по направлению «Профессионалитет». Приемная кампания продлится до 15 августа. Всю подробную информацию можно узнать на сайте учреждения или в самом колледже на Карла Маркса, 36 во Владикавказе. Алана Томаева, Артур Дудаев. Новости Осетии.
В школе космонавтики завершился последний этап международного конкурса технического творчества «Корабль мечты». Уже третий год подряд в день рождения выдающегося конструктора Руслана Комаева состязания организуют для ребят от 6 до 18 лет. Из 82 заявок экспертная комиссия, в составе которой специалисты предприятий Роскосмоса, отобрала 31. Всего 5 номинаций, в каждой по 3 победителя. Сразу после финала награждения. А вручали ценные призы и дипломы бывший глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и космонавт-испытатель и председатель жюри Марк Серов. Наша республика его уже знает. Мы пригласили его в нашу республику второй раз. Он был у нас на открытии спускаемого аппарата, вы, наверное, помните. Так вот, он сегодня очень объективно, но беспристрастно судил. То есть это дает дополнительный мотив детям, значит, изучать физику, изучать школьные дисциплины, чтобы дальнейшие проекты были сделаны более грамотно. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. Всего доброго.